Здравствуйте, в эфире Зарима Мусаева. Вас приветствует канал Бирге ТВ с дайджестом наиболее важных на сегодня новостей. И сегодня в выпуске президент подписал указ о назначении местных выборов, готовится поездка Садыра Джапарова в Россию и коллективу мэрии представили нового руководителя. Президент Садыр Джапаров подписал указ о назначении выборов депутатов местных кенешей Кыргызской республики. Выборы пройдут в воскресенье 11 апреля. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поручено организовать проведение выборов вышеназначенные представленные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством. Правительству выделить необходимые финансовые средства согласно смете расходов ЦИК. В период подготовки и проведения кампании приняты меры по обеспечению законности прав и свобод граждан, правопорядка и общественной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан, а также оказать содействие Центризбиркому в обеспечении кибербезопасности информационных систем. В указе говорится, что необходимо принять меры по обеспечению безопасности хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей. Главам МСУ, органа местного самоуправления оказать содействие в регистрации населения и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению, составлению список избирателей и решению организованных и материально-технических вопросов при подготовке. Проведению выборов ранее изданные указы с 10 февраля 23 марта 2020 года признаны утратившими силу. Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев принял чрезвычайного полномочного посла Российской Федерации Николая Удовиченко. По данным пресс-службы ведомства, собеседники обсудили проработку предстоящих мероприятий на высшем уровне с участием руководства двух стран, обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов кыргызско-российского двустороннего взаимодействия, в том числе по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19, а также в рамках международных организаций и региональных объединений. По словам Руслана Казакбаева, кыргызская сторона придает большое значение предстоящему визиту президента Садыра Джапарова в Россию, который должен внести дополнительный импульс к кыргызско-российским отношениям и заложить основы для эффективного политического взаимодействия в атмосфере взаимопонимания и доверия в духе союзнических отношений, стратегического партнерства. Он сообщил, что в ходе предстоящих внешнеполитических контактов кыргызская сторона рассчитывает обсудить вопросы в сфере экономики, сельского хозяйства, создания благоприятных условий для взаимной торговли, реализации совместных проектов в области энергетики, недропользования и промышленной кооперации. На Рынской области Наджайло-Сулу нашли монету, возможно, времен Китайской империи Сун, сообщает региональный корреспондент «Спутник Кыргызстана». Историк, работница Нарынского государственного университета Мери Мукашева передала находку Нарынский областной историко-этнографический музей имени Мамбеталиевой. Она отметила, что монета была отчеканена предположительно из бронзы в 1101-1110 годах. По словам Мукашевой, монету нашел ее отец Алмамбет Турганбаев в январе во время выпаса скота. Свою оценку находке дала и преподаватель факультета истории ННГУ, кандидат исторических наук Айнагуль Бектемирова. По ее словам, отечественный нумизмат Александр Камышев сообщил, что монета могла быть изготовлена в эпоху династии Сун. Как известно, Великий шелковый путь пролегал через территорию нынешнего Кыргызстана. Это говорит о том, что торговцы в 10-11 годах использовали такие монетами как средство оплаты. На монете китайскими иероглифами написано «Чач». Это нынешний Ташкент. Возможно, чеканили их там или и в Китае. Нумизматы, думаю, в будущем исследуют, отметила Бектемирова. Ранее на территории Таласской области были найдены кувшины, предположительно 8-9 веков. На этом у меня все. Далее продолжит международные новости с Эрмурасом Аскаровым. Главные новости мира на сегодня. Здравствуйте. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США. Подземные толчки были зафиксированы в 5 часов 55 минут по московскому времени в 112 километрах к северо-востоку от города Кокопо в провинции Восточная Новая Британия. Очаг залегал на глубине 52 километра. Информация о возможных пострадавших, о разрушениях не поступала. Цена на биткоин третий раз за несколько часов побила исторический рекорд и превысила 47 тысяч долларов. Самая популярная криптовалюта достигла цены 47 тысяч долларов за одну единицу на крупнейшей в этой сфере бирже Binance. Рост составил 22%. За последние несколько часов биткоин сначала превысил историческую отметку в 45 тысяч долларов, а затем продолжал до 46 тысяч долларов.
Рост начался после объявления компании Tesla о вложении в эту криптовалюту $1,5 миллиарда в рамках обновленной инвестиционной политики. Уже в понедельник электронная денежная единица обновила исторический максимум и превысила $44 тысячи. Биткоин взлетел в цене второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря побила рекорд в $20 тысяч, державшаяся с 2017 года. 8 января биткоин обновил исторический максимум в $41 тысяч, затем стал заметно корректироваться. В Танзании по меньшей мере 15 человек погибли и более 50 попали в больницу из-за заражения неизвестной инфекцией, сообщает здравоохранение страны. Как уточняется, заболевшие страдают от тошноты и рвоты кровью. Эта болезнь пока не широко распространена. Вспышка произошла только в одном административном округе, где людей рвало кровью и они умирали, если они поздно попадали в больницу, рассказал главный врач округа Чунья области Мбея Фелиста Касинду. Медик добавил, что первоначальное клиническое обследование показало, что пациент, в основном мужчины, страдали язвой желудка и заболеваниями печени. Ну на этом у меня все. С вами был Бриге ТВ. Подписывайтесь на наш канал, переходите в наши социальные сети. Далее будет прогноз погоды. До скорых встреч.